Новое радио. Всем добрый вечер. В студии Ганджина и Хубон. Это шоу «Девчат». Я напомню вам о том, что мы сегодня говорили про женское образование. И сегодня у нас есть гость. Это Зайтуна Садулаева, ментор Wonder Woman Community, исполнительный директор в Behave Design and Development, эксперт по продуктовому внедрению, страновой амбассадор программы IT-парка Узбекистан Тумарис в Таджикистане. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Здрасте, девочки. Как у вас дела? Как у вас дела? Как вы себя чувствуете? Отлично. Нервничаю, но... Вообще не нервничайте, потому что наши слушатели ждали вас, как и мы. Да. Поэтому, Зайтуна, давайте-ка поговорим. Вот, пожалуйста, как бы вы представились для наших слушателей? Потому что они сейчас услышали очень много непонятных слов для себя. Что? Wonder Woman? И кто это? Амбассадор программы IT-парка в Таджикистане. Мне на самом деле очень много заумных слов. Я аж сама слушала, мне аж страшно стало. Это все вы, кстати. Это все вы. Это все вы. Да? Да. Нет. На самом деле менторство — это больше про поддержку женщин, которые находятся в какой-то mid-career, так называемое, которые проходят какой-то профессиональный путь и, может быть, даже застряли в какой-то момент, и им нужна поддержка для того, чтобы понять и осознать, и раскрыть в себе таланты какие-то новые. Это программа про поддержку женщин. Классно. А мы можем попасть в эту программу, потому что нам тоже нужно, чтобы нас поддержали, Да, направили. на самом деле, это центральноазиатская. Мы... Все могут участвовать, в том числе, и из Таджикистана одна из менторов я, и там очень много крутых женщин, которых иногда слушаешь, думаешь, боже мой, я здесь что делаю? Не, мы вас слушаем и понимаем, почему вы там, Зайтуна, вы заслужили. Поэтому не нужно скромничать, наши слушатели этого не любят. Тем более, что у нас звучит песня Who Run the World Girls. Да. Это мы. Зайтуна, давайте один вопрос. Давайте. Марвел или DC? Я в драке без драк. Без драк. Марвел. Но при этом Wonder Woman сидит такая, я же из DC. Знаю. Вы знали, что будет этот вопрос? Вы знали? Или нет? Нет, да не ожидали. Даже не предполагала. Даже не предполагали, но при этом такие Marvel, но при этом Wonder Woman. Окей, расскажите нам, пожалуйста, Зайтуна, чем вы занимаетесь на данный момент? В профессиональной сфере, я, грубо говоря, управляю разработчиками. Грубо говоря, управляю. Вы мостик, да, между бизнесом и языком программирования, да? Вы, точнее, программистами, да? Вы им объясняете, что и как нужно сделать. Да, на самом деле мы что-то наподобие продукта, что-то наподобие проектного менеджера. Правильно объяснила, это мост между клиентом, потому что Спасибо, разработчики... Сухайле, он вчера мне это объяснил. Да. Потому что разработчики, на самом деле, очень люди интровертичнее, они очень не любят разговаривать много с клиентом, особенно когда клиент приходит, хочу вот кнопочку вот такую, или хочу вот такого цвета, или хочу, а я вот не знаю ничего, не знаю, что хочу, но хочу, чтобы это было красиво, например, есть такие клиенты. Вы их понимаете, да? Очень много. Мы пытаемся вытаскивать с них вот это все хочу. То есть вы своего рода психолог еще. Сформировываем это в нормальное ТЗ, скажем так. Это классно. Скажите, пожалуйста, часто бывают такие моменты, когда к вам приходят такие... Вот я, наверное, вот из такого рода, наверное, людей, которые я хочу, чтобы вот, когда я объясняю дизайнеру, чтобы там волна была, типа... Почему-то я добавляю интрошумы, я объясняю вот так, и всегда удивляюсь, как человек понимает, что я хочу, потому что мы те же типичные заказчики. Да. Сложно? На самом деле сложно, но опыт все-таки свое дело играет, и ты уже понимаешь их с полслова, потому что если есть восприятие, то восприятие заложено каким-то примером, и мы пытаемся вытащить ее. Сколько лет вы уже в этой сфере? Плюс-минус 9 лет. 9 лет? Я не такая старая, но... Можно нескромный вопрос? Сколько вам лет? 31. Да. 9 лет, Зайтуна у нас 91-го года рождения. Все, спасибо. Все спалили. Пока, до свидания. Всем до свидания. При этом Зайтуна такая активная. Она везде. Кстати, я недавно узнала, что Зайтуне под 30. И я такая, что? Простите, да, я ничего не успею. Я ничего не успею. Факт очень большой. Моему сыну 10 лет.
Да. Да, кстати, у Зайтуны взрослый. Точно не успеем ничего, все. Точно не успею родить, чтобы через 3 года такая, ему 10. Все будет. Все сказала Зайтуна нам. У нас еще, знаете, вопрос насчет программирования. У нас, так как тема про образование, Да. с чего нужно начать, например, девочкам, которые хотят быть в этой сфере, потому что есть же стереотип, что эта сфера исключительно мужская, но при этом вы человек, который в этой сфере с этими ребятами. Я знаю, что у нас очень много крутых девочек в этой сфере работают. Вот что вы посоветуете? Своего рода разрушитель мифов, да? Да. Ну, на самом деле, знаете, есть небольшая такая сейчас нудная предыстория о том, что мы делали небольшие исследования. Так. В какой именно стадии развития или возраста девочка выпадает с области STEM. STEM это Science, Technology, Engineering and Math. И они выпадают, есть 2 возраста. Первый возраст это с 5 класса по 6, ну, то есть по классам, если разберем сейчас, по 5-6 класса, потому что именно период, когда уже мальчики интересные и так далее и тому подобное, и почему-то потом их начинают внушать им, что им надо быть красивыми, им надо подавать себя и так далее и тому подобное, и у них перефокусация идет именно на мальчиков и так далее. Здесь они выпадают. Второй момент, когда они выпадают, и их возвращают на выбор профессии, это именно в 11 класс. И если в этот момент правильно повлиять на ребенка, то есть именно на девочку, в частности, они могут выбрать IT. Такого нету, что девочка не способна. Есть просто мальчики более усидчивые, девочки более имеют другой психотип, и им нужно находить другие методы обучения, но при этом они могут все. Нету такого. Просто у всех разные психотипы, формы восприятия. Если мужчина делает один просто круг в магазине, мы можем вот так вот пройти магазин. Да, мы можем зигзагом поперек до сплошно, и еще мы можем 2-3 раза вернуться в один и тот же магазин и перепроверить тот продукт, который мы смотрели 15 минут назад. Да, мы такие. Мы такие. Кстати, Зайтун, мы недавно проанализировали вашу страницу и вот наткнулись на подборку вдохновляющих цитат. Да. И вот скажите нам, пожалуйста, откуда вы эти цитаты взяли? Это вот из жизненного опыта? Вы сами их написали? Да. Или вот они вам понравились? И вы такая, вот по этим цитатам нужно двигаться дальше? Нет, на самом деле все цитаты мне, когда Wonder Woman написали, сказали: Зайтуна, в честь вашего дня рождения мы делаем такую подборку. Можете написать цитаты? Я говорю, цитаты чужие или как? Он говорит, какие хотите. Так как я больше про эффективность, и я села, на самом деле я думала, о чем я буду писать? Это было так страшно. Но когда я села, оказывается, у меня столько прожитого опыта. И каждая такая, я тоже своего рода Конфуций. И каждая эта цитата, на самом деле, это умозаключение какое-то в каком-то отрезке моей жизни. Каждая из этих цитат как-то повлияла на мою жизнь, и я сделала вывод в жизни, и именно вот такого рода получились они. Круто. Недавно девушка писала мне, из одних цитат вытащила, говорит, вот лучше сделать, чем не сделать. Это о чем? Я говорю, на самом деле, во время бёрпи, когда ты делаешь 50 бёрпи, ты когда лучше сделать, сбросить эти 28 кило, чем не сделать. Поэтому у меня всегда логика во время тренировок, лучше сделать, чем не сделать. Это офигенно. Кстати, у нас тоже есть подборка. Я вот тоже хочу спросить из вашей подборки. Это топ самый, да, ты выбрал самый для себя. Наболевший для себя, например, да? Как не попасть в яму «Белка в колесе»? На самом деле, у меня одно время было вот карьера, вот надо. Вот у меня почему-то одно время очень сильно это было развито. Я поняла, что я теряю почему-то свою духовную часть. Медитации мало делаю, там, не знаю, копаюсь в своих результатах. И мой ментор с Гугла, Анурак, он говорит: Зайтуна, знаешь, у тебя какая большая проблема? Говорит, ты никогда о своих достижениях не задумываешься. То, что было проделано, про путь ты не продумываешь, и поэтому у тебя вкус к жизни пропадает. То есть поэтому мы как раз говорили про духовность, говорили про медитации, важность медитации. И я поняла, что все равно духовное и земное важно. А вы на йогу ходите? Нет. Вы просто медитируете, я медитирую, получается. Да. А насчет бёрпи? Бёрпи это демонов изгоняешь. Это демонов изгоняем. Только бёрпи делаете, да? Если вы актуально посмотрите, там на все Джин Брури написано. Мы Это зал называем Джин сложная Брури. штука бёрпи на самом деле. Это вот, чтобы ты понимала, делаешь отжимания, подпрыгиваешь, потом опять ложишься, отжимания делаешь, опять подпрыгиваешь. Я просто человек, который вообще не любит себя заставлять что-либо делать, поэтому я такая... Лучше не придумать. Но это классно же, да? Скажите, это очень эффективно на самом деле. Тяжело, но эффективно. Вот после, вот, грубо говоря, кайфуешь, лежишь такой,
Я Нет, если еще на лицо, я то как ты в рай молодец. попал. Да. Да. Если ты кого-то ненавидишь или что-то происходит тяжелое, вот ты можешь Кстати, сделать весь да. пар выпустить. Вот, То Ой, есть это хороший совет. грушу вы не советуете, да, бить? тоже можно, но на самом деле, когда ты выпускаешь пар именно посредством тренировок бёрпи просто тяжело дается. Ты когда продумываешь мысль, очень хорошо помогает. Про бёрпи написали что-нибудь в цитатах? Нет, Надо не написала. написать обязательно. Ненавижу бёрпи, надо написать. Ну да. Там Но еще он помогает. какая-то Да, цитата тебе понравилась? Да, мне понравилось: держитесь подальше от токсичных людей. Они заразны. Много таких людей было в вашей жизни? Ой, на самом деле токсичные и нытики. Но- Держитесь от этих людей подальше, на самом деле, потому что токсичные, те, кто приходят к вам и говорят, а вот ты знаешь, вот она вот так сделала, или там вот такие вот есть же, вот Да, такая есть Самая такие. токсиния фразу- мерзоткина. фразку такое кидают тебе, и ты потом весь день сидишь и думаешь, зачем мне эта информация нужна была? И потом, когда люди начинают что-нибудь такое, мы называем на татарском гайбат, я говорю, Ага. так, стоп, мне это нужно? Не нужно, это ничего не эффективно не даст. Пожалуйста, лучше не Почему? рассказывай, пожалуйста. Это же сплетни, такой недооцененный жанр, Но где ты если это- успокаиваешься, такая, да, она такая. А она уже... А вот был случай. А вот я, Ну, главное, чтобы это в токсичность, потому что, на самом деле, у меня принцип, если при тебе кого-то прохаяли, обязательно про тебя тоже так сделать. согласна, То есть 100%. еще и делится под категории гайбат, получается, полезный и неполезный? Если ты из этого извлечешь какой-то урок, Ага. из-за ошибок, как кто-то сделал, Ага. конечно, это считается полезным. Ну, слушай. Так не зря же у нас рубрика «Гайбат ашнашават сифат Гайбат ашават». ашнашават. Фариды нет, Да, чтобы да, она да. это озвучила. Кстати, вот поговорим насчет вашего хобби. Вы сказали, что у человека должно быть хобби, потому что это спасает, когда ты тонешь. Да, на самом деле у меня были разговор на эту тему. Некоторые люди идут просто на работу, потому что им платят хорошо. Я однажды Мгм. увольнялась с международной организации, потому что там платили хорошо, но я понимала, что я там умираю буквально, потому что ничего, кроме рутины, нет. Мгм. Работа, дом, работа, дом. Работа, дом, ты делаешь основную как административную работу, и ты понимаешь, что, я говорю, Вдохновения нет, да, ты у вас? никак ты не влияешь ни в социум, ни в что не Мгм, влияешь, ты только мгм. зарабатываешь и making living, Мгм. как говорится, вот чисто вот так. И когда хобби, это то, что ты любишь на самом деле, будет звучать клишейно, но на самом деле любить можно много чего. Тренировки те же бёрпи, те же, я не знаю, кто-то любит, чтобы успокоиться, готовит, кто-то Мгм, печет, мгм. я не знаю, и так далее. То есть хобби помогает, когда у нас депрессия происходит. Мгм. А такие у девушек, у женщин, у многих бывает депрессия, поэтому... Эх, к сожалению, но, к счастью, есть хобби. И хотелось бы напомнить вам о том, что генеральным спонсором шоу «Девчат» является Ян Косметикс. Если вы хотите такие же красивые волосы, как у меня, как у Хубон, как у Зайтун, вы можете обратиться к этим ребятам. Вот зайдете в Инстаграм, напишите yancosmetics.tj, они вам помогут с выбором средств ухода для волос. Так вот, у нас в гостях Зайтун. Мы сегодня говорили о сфере программирования. И вообще, к первому часу мы выбрали с Хубон тему женское образование и вспоминали про наши университетские годы и про какие-то кринжовые ситуации, да, моменты. Были ли у вас какие-нибудь запоминающиеся моменты, которых вы вот до сих пор помните иногда, вспоминаете с улыбкой? Или преподаватель, который вам нравился или не нравился. Мне кажется, Ой, у у нас всех есть любимые преподаватели. Преподавателем было, который весь поток был влюблен. Имя не говорить не прям будем, влюблен. человек Хорошо. работает О, до сих хорошо. пор. Но, да, такое бывало, это нормально. Мне кажется, все со вздохом на него так смотрели. Девочки еще записки писали, а человек игнорировал всех. Так, Зайтун, в этот список можно Я- вас тоже включить? Ну ладно. Ну ладно. Да, Все ясно с конечно. Он Ганджиной. был Всё просто ясно, умный, красивый. Просто умный, Просто красивый. умный, Вот красивый. вам. Вот что нужно. Вот что нужно, когда спрашивают, вот какие мужчины, да, каких бы вы хотели? Мы такие, умный, красивый, щедрый. высокий, щедрый, богатый. Ну, И много-много красивым я бы еще. его не назвала, но Харизма. умный, Харизма, да? Вот это Да, харизма. Классно. Да. А, давай мы сейчас с Хубом не будем Мы об этом Что-то говорить вспомнили вообще. своих преподавателей, да, такие, что-то нет. Не было вообще, никто не У подходит нас под эту тоже такой категорию. преподаватель был. Я прям по глазам читаю, как вы вспоминаете всех, перебираете всех. Не, у нас был, и я даже скажу имя этого преподавателя, Глеб Васильевич, надеюсь, О, вы слушаете. Глеб. Да, очень классный. Мы обожали, кстати, у Глеба всегда отпрашиваться. Он всегда говорил нет. Мы такие, можно выйти? Он такой, нет. А почему? Он такой,
чисто из вредности. Мы такие, о, я тебя обожаю. Я тебя обожаю, ты классный. А вообще, кто вас вдохновляет из вот женщин? Есть такие? Есть. На самом деле, если профессионально опять брать, я всегда у меня возвращаюсь к профессиональной. Шерил Сандберг ее зовут. Она CEO Фейсбука. Но она сейчас увольняется, на самом деле, с Фейсбука, но тем не менее, она Chief Operation Officer. Почему? Потому что управлять гигантской компанией и именно операционкой женщине транснациональной компании работать. Мне кажется, ей надо просто дать должное. И плюс она счастливая мама, жена, и это надо уметь делать. Все совмещать, да? Все совмещать. Кстати, мы об этом и говорили с Ганджиной, о том, что как успевать совмещать это все, потому что мы хотим работать, но при этом, когда будут дети, с ними же тоже нужно быть. Как вот не потеряться во всем этом? На самом деле, в любом случае, плюс-минус вы все равно перевес делаете либо в сторону семьи, либо в сторону работы. Это факт. Этого не избежать. В любом случае нужно будет перевес выбрать. Наши родители, моя мама в частности, всегда мне говорит: ой, мы в свое время все успевали. Да. Всегда этот упрек есть. Но, тем не менее, скажу, что у меня 60/40. 60 это работа, 40 это семья. Да. Как? Получается нормально? Тяжело, но нормально. А как же хобби, там вот спортом заниматься? Вот 40% семьи, 40% входит. То есть это еще и туда входит. Это еще туда входит. Ну, наверное, отнесем это еще к тому, что у Зайтуны взрослые дети. Да, ребенок. Да, взрослый ребенок, лет. да, 10 лет, поэтому, когда ребенку 10, в целом он даже не хочет, что мама или папа были с ними, там, не знаю, 24/7. Я помню не себя. Не скажу. На самом деле, от недостатка внимания, постоянные претензии: ой, ты мало с нами время проводишь. Есть мама такое, постоянно моя говорит, что ой, ты вот ничего не успеваешь. Такое тоже бывает. Так что жизнь — боль. Мой единственный ответ. Детям, да? Жизнь — боль. Выйдите, мне нужно поработать. Мы сразу говорим: давайте разберем все расходы. Если это все можно покрыть, вы можете его покрыть, пожалуйста, не вопрос, я не буду работать. Вот я всегда, кстати, этим и беру. На самом деле. Я дома со своими домашними договорилась как? Манипуляции? Ну, это работает по-другому никак, честно. Потому что вот я прихожу домой, мама иногда мне говорит: ты как квартирантка. Приходишь, кушаешь, уходишь на работу. Я говорю: мам, давай сделаем так, договоримся сразу. Я приношу деньги, я вам даю деньги, вот сколько вы хотите, да, вы сами покупаете продукты. Нет, продукты на самом деле я сама покупаю. Вы готовите, там, убираетесь. Ну, у нас есть стиральная машина, да? В конце концов, просто бросили, вот, постирали. У вас есть еще дочки. Наше время. У вас есть еще дочки, которые могут сделать все дела. Наше время. Такого не было. Мы успевали все готовить, стирать, убирать. Мне кажется, это вот и при этом мы были красивые. Кстати, моя мама всегда такая, при этом мы были ухоженные. Я такая: ты вот тратишь 3 часа, опаздываешь всегда. А я вставала такая: ну вы вставали, наверное, и прям сразу же красивые. Но я нет, мне нужно постараться. Поэтому сложная жизнь. Дорогие наши матери, простите нас, поймите и сделайте навстречу к нам шаг. Зайтуна, скажите, как вам тут? Чувствуете себя более комфортно? Нравится? Да, уже нормально, да? Уже нормально. Хотите к нам еще раз прийти? Конечно, с удовольствием поболтать, полялякать. Все. Мы, кстати, тоже любим полялякать. И давайте сейчас мы хотим с вами поиграть в одну игру. Знаете игру «Да, нет»? Да. Здесь сидят люди, которые тоже знают эту игру. Так как вы знаете эту игру, наверное, объясним для слушателей. Да. Мы рассказываем историю, вы должны отгадать. Я, как ведущая этой игры, буду отвечать просто «да», «нет» или «не», важно. Я сейчас вам прочту историю, которую вы должны отгадать. Кстати, до этого Зайтуна рассказала, что очень сильно любит документальные фильмы, все это, детективы. Значит, она должна раскусить это все прям сразу же. Я надеюсь, что я смогу вам помочь в этом. Вообще, можно будет помогать или нельзя? Конечно. Подсказки. Ганджина и Зайтуна будут играть, а я буду курировать эту игру. Понятно. Смотрите, у нас первая игра пошла. Называется «В театре». Женщина ушла из театра во время антракта, не дожидаясь конца спектакля, так как спектакль показался ей невыносимо скучным. Но из-за ухода разразился ужасный скандал. Почему? Даю вам на это 2 минуты. Потому что она звезда или выступала, или актриса, или что? Ну, это... Почти. Одна из главных... Так, кто главные роли, что ли, играет? Да. Она играла и такая: мне скучно, мне не нравится, и ушла. Так могут сделать только женщины.
Я почему-то себя сейчас вспомнила в ее лице. Психанула и ушла. Ну, все, ну скучно, что тут поделать? тут Все, сделать, ушла. Ты знала, что мы так быстро Да, идем? поэтому я вам Да? дала. Конечно, я вас Мы же верю, умные. девочки. 2 минуты, поэтому ты дала, да? Нам такая, 20 минут вам? Ага. Верила Нет, ты в нас. следующее. А, давайте. еще Еще есть? есть, давайте. Окей. Поэтому давайте. Рядом стоят 3 девушки, 2 из них расстроены. 3 девушки стоят, 2 из них расстроены, 1 счастлива. Счастливая девушка плачет, а расстроенные улыбаются. Что происходит? Потому что та выходит замуж? Вот я тоже самое хотела сказать. Еще раз прочту. Может быть, слушали, отгадают и отправят нам ответ заранее. Рядом стоят 3 девушки. Рядом с кем? Они рядом друг с другом стоят. 2 из них Так. расстроены, 1 счастлива. Счастливая девушка плачет, а расстроенные улыбаются. Что происходит? Расстроенные улыбаются. Даю вам Счастливая минуту, потому плачет. что вы же у меня молодцы. Я не знаю, может быть, у них биполярное расстройство, что ли? Биполярка разыгралась. Нет, Полярное давайте представим расстройство. ситуацию, девочки. 3 девушки, где они могут быть? Ну вот мы, допустим, тут сидим сейчас. Задавайте вопрос, В чтобы я университете ответила. Смотри. стоят. Нет. На Нет. улице где-то, Нет. в кафешке сидят, Нет. в заведении. Нет, Нет? нет. Они просто стоят. В ЗАГСе стоят. Нет, не в ЗАГСе. Нет. Не в Мне ЗАГСе. послышалось другое. А, в ЗАГСе? Слово ЗАГС. ЗАГСе. Что-то тебе еще... За. За городом. Не за. Что тебе еще Да. могло... Так, Задавайте вопросы. так, хорошо, давай. Значит, раз. они стоят где-то, окей. 3 девушек стоят. Мгм. 2 из них расстроены, 1 счастлива. Счастливая девушка плачет, а расстроенные улыбаются. Это же девочки. Где они могут быть? Так, где-то... Число 3 ни о чем не говорит. Нет. Число 3 мне говорит про... Нумерология. Сейдухтараком будем, лолочинаком будем. Подожди, нумерология? Не, я пошутила. Мы же А. сегодня обсуждали тему нумерологии. Ваше время идет, девочки. Не, Задавайте вопрос, я вам отвечу. Окей, хорошо. Может быть, в университете они где-то стоят? Нет, Защита диплома, там все такое, оценка, что-то с нет, оценкой вообще не связанное. связано с этим. А что тогда университетом. еще? Вот 3 девушек стоят, такие плачут вот так. 3. Боже мой. 2 расстроены. Видите, как я показываю ситуацию? Предложение ей сделали? Нет. Это не связано вообще с замужеством, да, Нет, с этим давай, процессом? Ганджина, пожалуйста, это вообще с этим не связано. Я не могу понять. Почему 3 стоят, почему стоят, почему они втроем стоят. Задавайте вопросы. Стоят, хорошо. Где Вы они? недооценили Они в мою очереди игру. стоят. Они стоят в очереди Нет, где-то, никто в не магазине. платит. Нет. Скидка закончилась. Одна успела купить платье по скидке, та не успела, потому это что... идеально, но нет. Ну, это идеально, да? Но это идеальный вариант, как бы жизненный. но Давай нет. подсказки, давай нам. Давай хотя бы подсказки, это уже нечестно. и Где мы? нехорошо Да мы вообще. вообще непонятно, что может произойти. Мы можем просто сидеть вот сейчас, расстроиться не из-за Не, чего. вы не расстраивайтесь, это не про нас. Это не про нас. Это не про нас. Это про какую категорию девушек? Она уже все занесло. Вот про какую категорию девушек, скажи. Это про красивых категорий. Про красивых. Это связано с макияжем? Что-то? Нет. Что-то связано с мейком? Нет, нет. Салон? Нет. 3 девушек, давайте скажем так, они стоят где? Они стоят где, на улице? Нет. Это в помещении? Заведение? В каком-то помещении? Да. Перед Окей. толпой. Перед толпой? Так, сейчас нам подсказывают наши... Это это что? забег? Нет, вот что-то связанное типа с соревнованиями. ну получается выиграл. Медаль. Медаль. Все. Все, что это? 1, 2, 3 Это место? вручение Да. места, да, Это получается, где это может медали? быть? 3 Соревнование какое-то? 3 девушек где у нас? В Олимпийская основном? игра Девушки у какая-то? нас где в основном? В основном? Если это связано с красотой, это кто у нас? Конкурс красоты. Мисс мира. Мира, да. О, 3 боже. Счастливы. На самом деле все так... Все так все слишком очевидно, просто, да. просто, и поэтому сложно как-то. Да, вы сразу такие, скидка, ты придумала. Все сложное на самом деле Очень легко. лёгкое, Да, всё простое? очень легко. Ой. Мы Эх, по ну тяжелому чё? сценарию пошли. Мы вообще Не, вы молодцы, вы почти что отгадали. Да? почти что, Да, да? Но почти. все эти варианты, согласись, тоже могли бы подойти к этой ситуации. Я и говорю, вот, Однозначно. жизненно, если моя подруга успела бы, во-первых, что-нибудь купить во время скидки, а я бы нет, я не то чтобы расстроилась, я ее просто убила бы, взяла бы пакет и ушла. Эх, вот такие вот. Нормальный сценарий. Да? Да.
Вам понравился? Да. Ну, хорошо, медаль кто-нибудь из нас получит? Конечно, вы оба получаете у меня медаль. И наши зрители, которые здесь и давали классные подсказки, Прям не они то, чтобы тоже подсказки, получают. они прям в лоб нам уже сказали. Они Медаль нам показали, как это выглядит. Как вам? Спасибо большое вам. Сложно теперь. Недооценила сначала. Да, Потом сначала такая, это ой, вот ой, игра ой. такая. Это вот она сейчас на эмоциональных качелях Да. поиграла, да, типа легко, просто. Как назывался это, по-моему, бутерброд, да? Да. Бутерброд. Вы Кто-нибудь молодцы. может объяснить, что такое бутерброд? Это хлеб, намазываешь, условно говоря, сыром, потом добавляешь туда колбаску, потом сверху помидор, потом огурец, и потом сверху опять. Классный был эфир, конечно. Особенно игра от Хубон, честно. Я уж куда уже ушла, далеко ушла. Кстати, на WhatsApp написали ответ на подиуме. Молодой человек по имени Джеймс Тайл. Он написал на подиуме. Спасибо вам, вы нас слушаете. Спасибо вам, спасибо всем тем, кто нас слушает на протяжении 2 часов. В общем, в студии Ганджина, Зайтун, Хубон. Сегодня мы поговорили о женском образовании, о программировании, о сфере IT. Да, я надеюсь, что в целом был плодотворный эфир, и Зайтун смогла передать нашим радиослушателям все то, что она хотела сказать. И если есть напоследок что-то еще добавить, можете добавить. Ну, единственное, что могу добавить девушкам, быть смелее и пробовать себя в разных сферах. И, как говорится, барьеры существуют только в голове. О, слушайте, тогда давайте 3 совета, раз уж на то пошло. 3 совета для девушек, которые вот хотят себя попробовать в сфере программирования. Ну, первое, это вот то, что я сказала, быть смелее, не слушать, когда тебе говорят, что ты не сможешь. Если говорят не сможешь, надо пробовать в 3 раза усерднее, чтобы доказать, что это возможно. И третье, наверное, ставьте себе большие цели и амбиции. Это нормально иметь амбиции. Так, и мы с Хубон такие. Мы вдохновились, я такая. Амбиции? Амбиции? Да, должны быть амбиции. Амбиции должны быть большие. Эх, да, классные советы. Я сегодня домой пойду, опять-таки еще раз замотивируюсь, да? Кстати, да, для наших слушателей недавно обсуждали с Ганджиной насчет того, чтобы как друг друга замотивировать. Так замотивировали, что на следующий день проснулись в 2 часа дня. Вот такие мы девочки. Мы просто набирались сил, понимаете? Нужно выспаться в первую очередь. Хороший сон нужен. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами были ваши девчата. Еще раз напомню о том, что в гостях у нас была Зайтун. И вот Фарида сегодня нет у нас. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Мы потом выясним после эфира. К сожалению, для нее. Да. Спасибо всем тем, кто нас слушал на протяжении 2 часов. Мы к вам вернемся в следующий четверг ровно в 17:00. Это был шоу «Девчат». Всем пока-пока. Услышимся еще. Новое радио.